Меня зовут Ильясова Резеда Ринатовна, и я заместитель директора школы номер 9 по воспитательной работе. И сегодня мы с вами встречаемся на ток-шоу про карьеру. И у нас сегодня в гостях Низамутдинов Ильсур Ринатович, директор Канашского транспортно-энергетического техникума. Добрый день. Для всех будущих выпускников остро встает вопрос, кем я хочу быть, чем я хочу заниматься и кто я вообще есть. И для решения этого вопроса был придуман такой интересный проект, который получил свое название «Профминимум» или «Россия – страна возможностей», в ходе которого еженедельно школьники России проходят профминимум, получают начальное образование профессиональное, старшеклассники. Школьники средних классов проходят профессиональные пробы, разговаривают с учителями, обсуждают различные профессии и посещают экскурсии. И одним из таких мест, который принял практически всех школьников города Канаш, и стал Канашский транспортно-энергетический техникум. И, конечно же, кто как не Ильсур Ринатович знает о профессиях все и расскажет нам сегодня про свой путь становления тем самым успешным человеком, который построил свою карьеру. Но просто задавать вопросы и отвечать на них достаточно скучно. И мы в нашем ток-шоу выбрали интересный формат карточек. И содержание спикер до самого последнего момента этих карточек не знает. Звучит достаточно интригующе. Я считаю, что да. А для вас как? Чувствую себя как школьник на экзамене, которому я не понимаю, что я готов или не готов, но постараюсь, чтобы было интересно и содержательно. Все отлично, да. Скажите, когда вы в последний раз слышали фразу «тяните билет»? «Тяните билет» я слышал недавно, хотя это и нельзя сказать, что это в полной мере тянуть билет. Я защищал диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Это было 2 года назад. Да, вообще звучит невероятно. Так что вы наверняка уже готовы к этому вопросу. Можно тянуть? Да, давайте попробуем какую-нибудь любую карточку абсолютно на выбор. Какая вас тянет к себе? Расскажите историю со времен учебной деятельности, за которые вам до сих пор стыдно. Интересный вопрос. Видимо, имеется в виду времени моей учебы, да? Я учился долго. После окончания 8 класса я учился непрерывно, очно 17 лет. После поступления в 1 класс. До того момента, как закончил педагогический институт в городе Казани. До сих пор стыдно, наверное, мне за период обучения в городе Казани, поскольку у меня была сильная база подготовки в педагогическом училище по педагогическим специальностям и дисциплинам. Некоторые уроки я посчитал скучными и прогуливал. Поскольку я люблю очень ходить пешком, то я, можно сказать, всю Казань исходил пешком. Но вот за то, что я пропускал, мне сейчас немножко стыдно. Вас ругали за это? Бывало. Да, интересный вопрос на самом деле и не менее интересный ответ. Давайте попробуем вторую карточку. Давайте пойдем в разброс. Опишите идеального студента или работника. Да, как раз будет полезно будущим выпускникам. Идеальный студент для меня как педагога – это тот, который прежде всего посещает все положенные учебные занятия, выполняет порученные задания, принимает активное участие в общественной жизни, у которого все хорошо в семье, который сам готовится стать семьянином. Патриот обязательно. Также, если говорить про идеального работника, то здесь, конечно, сложнее, потому что у каждого работника свой характер, свой опыт. Но прежде всего для меня, как руководителя образовательной организации, наш основной персонал, это преподаватели и мастера производственного обучения, они должны быть прежде всего профессионалами своего дела и порядочными людьми.
Вот. И порядочность я иногда ставлю даже выше профессионализма, потому что профессионализм это нарабатывается, а личные качества человека, они уже изначально заложены и очень трудно поддаются перевоспитанию, переубеждению. Да, это на самом деле важно. Но если все студенты будут такими прилежными, не будут опаздывать, будет же скучно, некого будет ругать. Нет, вопрос звучал: опишите идеального студента. Как вы считаете, все должны быть идеальными, или кто-то все-таки должен иногда разбавлять эту идеальную компанию? Ну, одинаковых похожих студентов нет. У нас даже вот обучаются двойняшки, они тоже по характеру разные. Поэтому есть, конечно, в группе и те, кто отличник, активист, есть кто за ними тянется, есть кто пришел сюда, потому что его родители засунули, чтобы он где-то учился. Конечно, у нас ко всем студентам отношения одинаковые, потому что мы на выходе должны выпустить на рынок труда обученного, компетентного человека, который должен приступить к работе. У нас ответственность перед работодателями прежде всего. Поэтому на выпуске, до выпуска как раз у нас доходят те студенты, которые полностью освоили учебный материал и достойны получить диплом. Показали себя настоящими будущими профессионалами. Да. Да, отлично. Давайте попробуем следующую карточку. Вот эту побольше возьмем. Какая ваша привычка или черта характера способствует достижению успеха? Черта характера, наверное, такая, что я сам перед тем, как поставить задачу подчиненным, должен быть уверенным в том, что я сам это могу сделать и сделать хорошо. Это в некотором роде, наверное, вытекает из опыта моей педагогической деятельности, управленческой деятельности и той педагогической литературы, которую я читал. Я очень люблю педагогическую поэму Макаренко Антона Семеновича. И вообще его подходы к воспитанию, они строятся на личном примере. Поэтому вот такой же подход я использую и в работе со студентами, в работе с моими педагогами и, что немаловажно, в семье. Я стараюсь, чтобы дети росли на моем примере. Я всегда вот говорю на родительском собрании родителям: не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Да, на самом деле это прописная истина, и мы часто в школе об этом говорим. Как бы мы их ни воспитывали, на следующий день придут все равно другими. Да, вообще. Дальше? Отлично, да. Давайте следующий попробуем. Как вы принимаете важные решения? Ну, таких решений приходится принимать каждый день по несколько. Решения, они очень важные, поскольку затрагивают интересы, какие-то личные, скажем, стороны людей. Но как они принимаются? Опять же, на основе опыта. Я стараюсь взвесить все возможные пути развития ситуации после того, как я приму решение и будет направлена энергия, скажем, на ее воплощение. Вот стараюсь предугадать будущее развитие событий. Да, на самом деле. А когда-нибудь подбрасывали монетку, чтобы случайным образом определить, да или нет? Ну, нет, это не мое. Я не фаталист, скажем так. Я на судьбу, скажем, в работе не полагаюсь. Отлично. Давайте попробуем следующий вопрос. Почему вы выбрали работать именно в этой сфере? Ну, ответ здесь простой. Я уже третьего поколения педагогов. У нас складывается такая династия педагогов. Мой дедушка был по линии отца директором школы.
Бабушка по линии отца была учителем химии. Из-под ее крыла вышли очень многие талантливые люди, народные артисты, другие знаменитости. Вот именем одного из ее выпускников названа улица в той деревне, в которой они жили и учились. Ну и моя мама была учительницей начальных классов, папа был преподавателем в училище, и моя семья также, она педагогическая. Да, целая педагогическая династия. Да, ваши дети пошли по вашим стопам? Да, у меня сын закончил наш техникум, сейчас работает мастером производственного обучения по сварочному производству, обучается в высшем учебном заведении. Дочка пока учится в школе, но также принимает активное участие в обсуждении всех наших педагогических вопросов. Да. Что бы вы посоветовали тем, кто не может выбрать свою сферу? С таким вопросом, да, нам нередко приходится сталкиваться, потому что приходят родители, приходят абитуриенты, которые задают подобный вопрос. Какая профессия у вас самая лучшая? Ну, я могу сказать, что у нас все профессии хорошие, лучшие. Мы невостребованных профессий не реализуем. Для тех, кто сейчас стоит перед выбором, какую профессию выбрать, я бы посоветовал задуматься о том, что лежит вам по душе. Сейчас, потому что, слава богу, возможностей очень много. Можно обучаться и в Канаше, неплохая профессия, скажем, база для трудоустройства имеется по Чувашской республике, в других регионах. Но надо выбрать ту профессию, которая лежит вам по душе. Можно сейчас вот такой принцип, как обучение через всю жизнь, он реализуется. То есть человек, получив одну профессию, он может совершенствоваться, но сейчас на рынке труда нет такой парадигмы, что, обучившись и получив одну профессию, ты будешь работать всю жизнь по этой профессии. Есть много вариантов для смены профессии, для вертикального и горизонтального карьерного роста. Надо слушать себя, надо смотреть ролики в интернете, изучать там отзывы тех, кто уже работает по этой профессии. Ну и смотрите на пример ваших родителей. Вот если он вам нравится, если вы все время вращаетесь в этой среде, вот я, например, там помогал маме проверять домашние задания. Вот это тоже, я считаю, одним из факторов, который повлиял на мою грамотность сейчас. Вот. Если у кого-то родители медики, врачи, они все равно обсуждают это в семье. У кого-то родители работают на заводе, тоже это откладывает свой отпечаток на формирование будущей траектории развития детей. Вот для школьников самое главное – получить образование школьное, получить хорошие оценки и уже потом на основе вот как раз профессиональных профминимума понять, что вам ближе по душе. Вот к нам приходят школьники не только города Канаш, но и Канашского района, других близлежащих районов, и Чебоксар. Даже с других регионов приезжают посмотреть. Мы организуем для них погружение в профессию. Может быть, это сварка какого-нибудь шва там, электродом или симулятором сварочного дела. Они могут замеры окружающей среды, там, замеры воздуха провести как лаборанты. Могут на тренажере трактора поводить трактор. Там. Мы даже сажаем их в кабину экскаватора, чтобы они джойстиками попробовали там выкопать траншею. Вот это все очень интересно, и для ребят они могут понять для себя, куда они хотят пойти. Это вот робототехника у нас реализуется, очень интересная программа. Электромонтаж. Очень интересные, полезные направления, которые всегда будут востребованы. Да, на самом деле, недавно мы как раз побывали на этих профессиональных пробах. Мой 7 класс попробовал себя в роли настоящих экологов.
лаборантов. У них были настоящие халаты белые, белые шапочки, им дали перчатки. С ними работали. У них были настоящие мензурки, им наливали молоко, давали листочки, они их нюхали, они добавляли туда какие-то реагенты. На самом деле было очень интересно, и впечатления у них просто до сих пор неизгладимые. И нас там всех запомнили тоже. 7 класс там очень активно себя показал. Спасибо большое за ответ. Давайте попробуем следующую карточку. Назовите 3 действия, с которых вы начинаете свой день. Во-первых, надо проснуться. Да, самое главное. Да, самое главное. Потом у нас есть домашние животные, которых надо покормить. Это, например, 2 активные кошки, которые встают раньше нас и просят их покормить. И дома, естественно, что еще можно предположить, это одеться и пойти на работу. Зарядка. Зарядка иногда бывает, честно скажу. А на работе уже начинается с планирования деятельности, своей деятельности, деятельности администрации техникума. Насчет кофе я не из тех, кто начинает свой рабочий день с кофе. Но мне и без этого хватает заряда бодрости. Все нормально с этим. Все, отлично. Веселое у вас утро, особенно с кошечек. Да. Да, правильно, если их не покормишь, потом весь день. Мимо них не пройдешь. Да, мимо них пройти нельзя. Берем дальше? Да, давайте. Как вы считаете, мечты помогают идти вперед или, наоборот, препятствуют достижению реальной цели? Вот такой интересный вопрос у нас есть. Не могу сейчас представить, как могут мечты мешать достижению реальной цели. Я считаю, что мечты, они всегда должны присутствовать в человеческой жизни. И необходимо ставить перед собой очень большие цели. Очень большие цели. Вот есть такая поговорка или высказывание: хочешь достичь цели, иди к ней. Не можешь идти, ползи. Не можешь ползти, ляг и лежи в сторону цели. Но, тем не менее, не теряй ее из виду. Поэтому мечты, они всегда есть. У меня тоже есть свои мечты. Многие мои мечты уже воплотились и подтвердили то, что чем амбициознее мечта, тем больше вероятность, что ты ее в какой-то степени достигнешь. Желательно, чтобы в общем мечтать полностью. Не вредно, самое главное. Да, ведь нужно больше мечтать и реализовывать эти мечты, верно, на самом деле. Давайте следующую. Как вы избегаете выгорания? Что вдохновляет вас в работе? Это очень важный вопрос. Выгорание, говорят, проблема 21 века. Это, конечно, очень важный вопрос из психологии, наверное. И что касается лично меня, чтобы избежать выгорания, я считаю, надо менять что-то в своей жизни периодически. То есть это может быть смена видов деятельности. Если там дом-работа, это, конечно, приведет к быстрому выгоранию, когда и дома от мысли о работе не освобождаешься. А если ты меняешь сферу деятельности, то, конечно, это способствует тому, что человек отвлекается и отдыхает именно эмоционально. Это может быть спорт. Спорт – это очень важное в жизни человека, и спорт, он не обязательно должен быть таким активным и направленным на достижение олимпийских результатов. Активность. 10 тысяч шагов в день должно быть нормой для человека. Что, если говорить о выгорании и о смене видов деятельности, то для меня это нахождение в семье, это мои хобби, увлечения, которые помогают отвлечься от мыслей, связанных с работой. Да, какое у вас увлечение такое самое? Увлечение, их много, в принципе. Это и чтение,
Это и игра на музыкальных инструментах, это и ухаживание за домашними животными. Вот кроме кошек есть еще и курицы, которые тоже требуют ухода. Это и работа на токарном станке, вырезание, вытачивание различных деревянных изделий. Много я люблю по хозяйству заниматься. Вот. Ну и, конечно, для педагогов наших актуально выезжать куда-то на отдых. Это может быть отдых и выходного дня, и поездка куда-то в отпуске. Не надо стремиться сидеть дома в отпуске и отгородиться от всех. Лучше вот поездить по России. Даже у нас рядышком очень много интересных мест. Это вот Марий Эл, Татарстан, Ульяновская область. По Чувашии очень много объектов для посещения. Надо сначала объездить, охватить то, что рядом находится. Что рядом, да. И сейчас вот был недавно такой проект «Дневник путешественника», он вот недавно завершился, и мы с детьми узнали, что на самом деле в нашей республике, казалось бы, такой небольшой, но очень много туристических мест, огромное количество музеев на абсолютно разные темы, много туристических мест в формате куда-то выбраться просто на природу, тот же Чуваш в Армане. Да, я не знала, например, до проекта, что у нас такое есть. Это было очень интересно, поэтому, да, на самом деле путешествие, Да. даже если нет возможности выехать в другую страну или за рубеж, даже вот здесь рядом, все вокруг, все рядом. И искусство. Есть замечательные театры в Чебоксарах. У нас в ДК проводится много мероприятий. Вот это тоже хорошо отвлекает. Даже галерея в Чувашии. Как раз недавно привозили шедевры с Третьяковской галереи. То есть даже не нужно выезжать в Санкт-Петербург или в Москву, чтобы увидеть эти шедевры. Да, это стоит сделать. Да, это стоит. Спасибо большое. Давайте следующую. Что, на ваш взгляд, отличает современное поколение профессионалов? Профессионалы современные, больше, наверное, цифровизация всех процессов, которые происходят в человеческой жизни. Связь с интернетом, связь вот с программированием. Если сравнить, я говорю про свои рабочие профессии, да, которые нам ближе, которые у нас реализуются. Вот слесарь, который был 20 лет назад, и слесарь современный, это совершенно разные профессии. Современный слесарь, он больше оператор различных станков, оборудования. Нет уже необходимости там махать кувалдой или целый день там носить тяжести. За это все делают машины, автомат. Вот это отличает современное поколение профессионалов. Ну, а стремление познать что-то новое, освоить новые компетенции, это и было, это и есть, остается основой формирования профессионала. Да, то есть IT постепенно входит во все сферы абсолютно входит профессий. Да. И искусственный интеллект, и роботы, и различные беспилотники, автомобили беспилотные, летательные аппараты. Эта сфера, она неминуемо придет, и надо быть к этому готовым. Ну, сейчас, да, обучаются IT уже с детства, и на уроках технологии. Даже сейчас новый модуль у нас в школе с 8 класса. Вместо того, чтобы рубить, строгать и все остальное, они работают уже с программами. То есть раньше технология 5, 6, 7 классы, они до сих пор работают с деревом, а уже начиная с 8 они полностью реализуют тот IT-модуль. Тоже постепенно, да, мы, наверное, к этому полностью придем и перейдем. Совершенно что верно. Будут работать машины, а мы будем просто управлять. Да, спасибо. И крайний вопрос. Как стоит измерять личную эффективность? Вот напоследок остался такой сложный вопрос. Как стоит измерять личную эффективность? Вот мою эффективность как можно измерить? У нас
Сейчас, говорят, в России есть большая проблема, это синдром самозванца, когда люди много работают, а потом анализируют и не могут понять, а я ведь ничего не сделал, ничего не добился. И вот такой интересный вопрос, вот как бороться с этим синдромом? Как измерить свою личную эффективность? Что я сделал, что я смог сделать? Как вот? Вот у меня, как у управленца, мышление, наверное, такое направлено больше на стратегическое планирование. Но, как говорил один политик, стратегии, но надо находить время оглянуться назад. Если оглянуться назад, то у каждого человека есть то, за что, чем можно гордиться. Вот, эффективность – это человека. Если ему надо самоутвердиться по результатам выполненных каких-то действий или произведенной продукции, то надо посмотреть назад и оценить, скажем, критическим взглядом, наверное, то, что сделано, то, что он оставит после себя. На самом деле этого очень много. Просто надо уметь это видеть. Вот у педагогов это их ученики, это выпускники. Пусть их результаты мы увидим не сегодня, не завтра, а через 10 лет, когда они уже достигнут определенных успехов в жизни. Вот это и есть, на мой взгляд, личная эффективность. У работников, скажем, ручного труда, промышленности – это произведенная продукция, за которую тоже можно испытывать чувство гордости. Вот, если человек получает удовлетворение от своей работы, значит, он работает эффективно. Да, в любом случае. Вот, прозвучал звонок. Да. Своевременно очень мы успели ответить на поставленные вопросы. Да. Давайте мы подведем небольшой итог. Как вам наш формат ток-шоу? Понравились ли вам вопросы в карточках? Ну, вопросы очень охватывают именно тематику нашей передачи. Вопросы действительно понравились, и на них можно ответить как развернуто, так и сжато, тезисно. Но формат очень хороший. Да, потому что очень важно понимать, да, что стоит за профессионалом. Да, выпускники сейчас на самом деле все теряются при выборе профессии, какой экзамен им сдавать и прочее. Поэтому им важно знать о людях, которые чего-то добились, об их личной жизни, о личных отношениях к каким-то вопросам. Да? Ведь мы на беседах профориентационных затрагиваем только рабочие вопросы. А людям важно знать, что чувствует человек, который вот работает. Да? И вашим студентам наверняка будет интересно узнать, как и чем живет их директор. Всем спасибо. До свидания. До свидания. Я сегодня с большим удовольствием принял участие в программе «Про карьеру». Я надеюсь, что у этой программы большое будущее, и я буду с удовольствием принимать участие в дальнейших выпусках. Также вот в школе номер 9 города Канаш я желаю больших творческих успехов, благодарных учеников. Также Резеде Ринатовне желаю больших творческих успехов, большой помощи в формировании вопросов со стороны ваших учеников, ну и чтобы побольше интересных собеседников принимали участие в вашей программе.